Холодные игры в деревне Большая Кивара под Воткинском — угарный удмуртский микс, нечто среднее между биатлоном, зимними трековыми гонками и конкурсом профессионального мастерства для трактористов-машинистов. На выходе адреналиновое шоу. Зрители на драйве, участники на кураже. Из малогабаритной сельхозтехники выжмут максимум. Пятый номер отстрелялась без штрафов и за баранкой показала высший пилотаж Елена Орлова, единственная женщина-испытатель на предприятии. С детства в колхозе, еще в школе на комбайне пахала. Когда все дружно пошли учиться на швей, она отправилась за правами тракториста-механизатора. Вот уже 1,5 десятка лет испытывает белорусскую сельхозтехнику на прочность. Техника хорошая, вы сами видите, что идет как положено. Я за свою технику не переживаю. Наш министр просто огонь, гордятся зрители. Ольга Абрамова тоже, как выяснилось, лихой тракторный наездник. На личном родео по бездорожью показала всем: есть женщины в русских селениях, даже когда они в высоких кабинетах. Высокая техника, недостаточно большая площадь сцепления, правильно? Надутые там колеса, то есть любая кочка, она вот... Это как на лошади. Да? Любое резкое движение лошади, любое неожиданное движение лошади, и это очень непредсказуемая история. 30 экипажей и 5000 зрителей. Экстремальное шоу на тракторах не просто классный семейный отдых, как задумывалось идейными вдохновителями, еще и социальный проект. Сейчас возникает такая проблема, что в деревнях нету трактористов. Действительно уже не идет молодежь. Меняем стереотипы. Честно, мы не ожидали даже в том году, какой будет наплыв, как это, честно, это выстрелило, такие эмоции у людей были положительные. Главная мысль по развитию — придерживаться того, что это тракторный биатлон. В будущем предполагаю сделать и масс-старт, организовать гонку преследования. Наша техника как автомат Калашникова в своем деле, уверена белорусская делегация. А сверхидея похожих проектов, что в Беларуси, что в Удмуртии, дать толчок к возрождению деревни.